Так, команда вроде бы готова у нас. Сейчас дадим отмашку. Это я просто, чтобы все зрители знали. Сейчас они будут ошкуривать наших баран, которые сейчас произвели убой. Дальше после шкуры снятия тушу ложат на стол и разделывают на 6 частей. Это 6 частей, это у нас как? 2 передних ноги, 2 задних, позвоночный столб и грудинка. И вот они это будут делать это все на время. И, конечно, это будет смотреться качество все по суставам, потому что все скелет, который есть у овцы, она на хрящевой основе соединена идет. И вот по этой хрящевой основе они должны это все продемонстрировать, все, что умеют, и как это делать качественно. Сейчас мы, все команды готовы. Вот баран, пожалуйста, встаньте. Так, у нас. Все, поехали. Вот посмотрите, как разделывают у нас туши. Аккуратно, друг друга. Просто народ посмотрит, как это все делается. Может быть, уже все это что делать. У нас вот, смотрите, уже, которые... Это называется разделка. Мы полноценная разделка кулаком. Чтобы туша у нас в чистоте была. Друг другу помогает аккуратно, как с ножом. Когда в перчатках уже руки как бы не чувствительны, но друг друга там не порежьте. Представители сельского поселения Бдон впервые у нас участвуют. У нас это фасование идет по разделке туши и ошкуриванию баранины. А это видите, салфетки, которые салфетки находят. Но вы не стесняйтесь, работайте все, зрители смотрите. Ну, они болеют, да, смотрите, сельское поселение. Так. Вот уже практически представители Маготинского района сельского поселения Агахангил ошкурили. Сейчас вот это ноги обрежут и практически, можно сказать, будут обрезать грудную клетку как бы. И дальше будет уже выходить. Скажите, как у вас впечатление? Да, хорошее впечатление, да. Что вы можете сказать? Ну, интересно. Ожидаем, что сегодня будет много интересных вот таких вот мероприятий. Вам не терпится попробовать на вкус? Ну, конечно, конечно. За этим приехали в том числе. Впечатление великолепное. Мы приехали из Томска, чтобы посмотреть и прикоснуться к культуре. Надеюсь, нам вкус понравится. А вас ничего не удивляет? Ну нет, мы наоборот радуемся, чтобы вот у людей все выиграл, кто-то должен быть победителем. И жалеем, что у нас папы рядом нету, он так бы тоже поучился хорошо. Здравствуйте. Вы так внимательно смотрите, вам это нравится? Нормально. Какие у вас впечатления? Попробуем как-то. Но вы не боитесь этого? Я сам занимался. Здравствуйте, девочки. Вы так стоите, внимательно смотрите. Скажите, какие у вас впечатления? Нет, мы стесняемся. Мы стесняемся. Можно нет, пожалуйста? Нет, я задам еще один вопрос. Баллы накидывают, наверное. Победитель будет по времени наименьший балл, наверное, который... Какие у вас впечатления? Хорошие бараны, мы никому не давали согласия, уже пьёрка выбрали 40 баранов, которые сейчас это разделают. Здравствуйте. Я вижу, вы издалека. Какие у вас впечатления? Замечательно.
Вас это не пугает? Вам не показалось это дикостью? Нет. Нет? Все нормально. Все маленькие такие позвонки, мы делаем их по 2. Аккуратно, не волнуйтесь ничего, не торопитесь. Поясничная, крестовая, здесь вот разделка идет у нас в передней части. У нас передняя часть 13 позвонков и 13 ребер. 13 пар ребер у нас. Вот сейчас он смотрим, разделывает. Ну, я надеюсь, что это не силовым методом, что она должна быть по хрящу сделана. Ага. Вы, пожалуйста, чуть-чуть развернитесь и постарайтесь зрителям показать все максимально, как это разделать, потому что вы ничего, это, национальную одежду не измораете, ничего. А, на работе, ну рабочие говорят одежда. Парадная рабочая одежда, видите, у нас как ребята сейчас одевается. Так, время у нас в чем идет, скандалисты? 15 минут уже. Так. Они, Впечатление интересно. почему делают? Потому что они там ПЛ и ПНГ, они кто-то по 2, кто-то по 3 ребра. А что-то вас удивило, шокировало? ПЛ делает, вот мы говорим. Да, шокировало-то, пожалуй, ничего. Но это интересно, потому что вот предыдущий Баранья рассказывает, голова, вот есть конкурс, которая есть вот несколько полная, категорий, как вычищена, это все вынута. делается. Не, она Оценивается должна так-то, так-то. Вот какая-то нужно часть. снимать шкуру так, чтобы Туши. она без ножа, вот Туши. кулаком. Ну, интересно, блядь, понятно, что как бы в обычной жизни ты такого не увидишь, А не вот придешь домой. по кишечному они Вот, должны так все что вычистить кишечник. интересно. 2 представителя сельского поселения Ганской, городской округ поселок, только грудная клетка только отрезается, и ВКП еще даже не вышли. А здесь у нас представители Губердинского района. Это вот грудная, которая 13 позвонков. И здесь 7 позвонков поясничный, вот крестец и вот хвостовая часть как бы. Вот они должны все по позвонку лежать на столе, когда оцениваться будет. А вот эти ноги, мы как сказали, вот заднее стекло, переднее стекло, они с таким же образом остаются. Туалетами, туалетами, мушонок, сами уже будут. Что нужно, по сколько ребер уже сами будут ставить. У нас жюри очень внимательно наблюдает за этим, что как происходит. Каждый в своем блокноте записывает, какие нюансы, какие недоработки, а потом будем оценивать. Охота было сразу зрителям сказать, какие недоработки, но сказали не подсказывать. Я думаю, не буду, я просто хотел бы сразу вот, кое-каким командам сказать, что недоработки ваши, чтобы потом на суд зрителей было кто какая команда. Вот. Правильно это все сделал. Сейчас мы посоветуемся, если у нас председатель жюри скажет, что какие-то недоработки есть, я буду сразу оговаривать. Хотя надо это говорить, понимаете, здесь нужно таким образом подходить, чтобы зрители видели, что это где-то неправильно делается, где-то силовой метод. Да, ямар байна харзай. Бохол байна. Зарим юм бороо хичгэнэг барна. Зарим юм бороо хичгэнэг барна. Баран гошго. Бороо хэго. Ой, бүдгүй танаа орно. Ой, харна баран. Зүг хэлээ гошго. Аа, сайн байна. Танаа харахад тэр зөв юм ах нэг шүү. Яг зөв хөзөөд на яруу хөнөр хөзөө наавар юу нэг хөдөнтэй хүнтэй. Но зато качественных хозяинов сразу хорошо ладно. Говорю, чтобы вы знали. Потом мы это все будем учитывать и баллы начисляться, понимаете? Здесь у нас Бурдургинский район. Сразу говорю, что вот посмотрите, это уже, это не хрящ, это уже кость, понимаете? По хрящу чуть-чуть на миллиметр ниже или ниже, выше должно быть. И она как раз и по грудинке прошло. Вот посмотрите. Вот сейчас вот человек, представитель Бурдургинского, шейную часть, вот я смотрю, он более правильно подходит. Он, видите, отделил шейную часть и отсюда как бы сам
разделка. А там вот, посмотрите, он не разделал, Моготовский район, не разделал переднюю часть, у него грудная клетка практически полностью, шейную часть по позвонкам, но разбил, и вот сейчас начинает разбивать уже ребра. Ну, это, понимаете, как бы. Ладно, я не буду дальше комментировать, но здесь, вот сейчас видите, вот здесь опыт у всех по-своему, кто как научен, как родители учили, как где учились. Вот сейчас вот представитель Дурдугинского района, как бы, то мясо, которое на шее есть, он ее отделил, и дальше будет вот это позвонок, будет уже видно конкретно уже как работать. Хотя бывает, что мы не должны отделять это мясо. Но, понимаете, мы не оговаривали это, пусть будет по его воле. Вот то, что вот нюансов я сказал по ребру, вот здесь, видите, ну, вроде по отделению от позвонков по хрящам, видимо, есть, никаких нюансов нету. То, что по хрящу вышло, видно, что человек опыт есть. Вот сейчас представитель Моготовского района, посмотрим, как он разделает. Вот, видите, вот это вот, чуть-чуть немножко, вот, практически, можно говорить, силовой метод. Вот у нас хрящ где-то остается либо на позвонке, либо на головке. Ну, я понимаю, но видно все равно где-то. Как кажется, понимаете, когда человек в этом не понимает, он кажется, что это правильно. Когда вот сам знаешь это, что, как это делается, тоже опыт говорит о том, что чуть-чуть, немножко как-то неправильно мы делаем. Так, у нас представители, вот уже городской округ на стол вышли. Вот сейчас, вот видите, вот здесь неправильно разделка идет. У нас как на ютубе показывают, Кавказ как раздел. Вот таким образом они подходят. Это не по-бурятски разделка идет, это по-кавказски. Со мной согласитесь, ну я понимаю, но у нас по обычаю бурятскому не должно быть. Лопата сейчас отделить от ребер не должно быть. Вот сейчас у нас председатель комиссии, вы посмотрите, да, так же не должно быть. Представитель Угдана, вот у нас. Ну нормально, вот у него видно, что есть. А эти молодцы. А? Они молодцы. Ну я понимаю, это же у нас... Они ничего не отделили лишнего. Не, у нас еще возрастной ценз идет, мы же с возрастом чем меньше, медленнее становимся, понимаете? Там видели молодые, как электромеханики работают, понимаете? А у нас возрастных нет, у нас все молодые. Ну вы что говорите? Самая чистая разделка. Да? Вот уже на стол пошел. Угдан подходит с точки зрения продажи, наверное. Где время крови-то? Купим продажи, вот сейчас вы видите. С точки зрения экологичности. Не, экологически одно, вот сейчас он уже вам, на суд зрителей, покупайте барана, чуть не сказал уже. Ну, вот он чисто берет, но, понимаете, по-моему, сейчас вот эта разделка, отделение ребер от позвонка, как у нас, мы у свиней делаем, потому что хрящ у них очень мягкий. Мы ее по позвонку раза два и потом силовым методом задавливаем, и все, она отделилась. А у овцы так не пойдет, понимаете, она более хрящ, как бы. Здесь, говорят, мясо продают, а вы так крестите. Вот видите, каждый подходит, понимаете, методика есть, у всех одна, как учили, вот представители. Видимо, он охотник был. Ну ладно, кто как, ну, девушка, наверное, понимает, где что, находится. Ну. Ага, сейчас вот уже дело, говорят, к концу. По времени у нас сколько идет уже? 34 минуты уже идет, понимаете? Вот здесь о чем я говорил, что вот здесь представитель Моготовского района как бы с помощью
дополнительное оборудование начинает работать. Потому что чуть-чуть легче, наверное. Потому что это называется силовой метод. А силовой метод здесь, видите, вот так должно быть. Только пальцами. Так, добргазы по разделке туши закончены. Сейчас мы будем подсчитывать, где как. Сейчас он помогает жене. Потому что здесь, когда желудочно-кишечный тракт надо чистить, без помощи друг друга никак. Потому что, видите, как надо поддержать, и потом надо бы как бы обрезать и в том плане дальше вычистить от содержимого. А одна она никак не сможет. Но бывает у нас, если там дерево растет, за дерево зацепили, и вот таким образом работает. А у нас в степи какое дерево там? Только муж или жена. Так. Вот все равно вот, наши молодые, вот им являются они представителем КФХ сельского поселения Чиндалейска. Вот не зря они профессию взяли, то, что работать КФХ, овцеводством заниматься. Вот они вот к этому они вот, родители приучили, они вот умеют все, что делать. Так, у нас что здесь? Моготовский район. А, не, Моготовский район, еще чистка идет. Тонкого отдела кишечника там. Понимаете? Сейчас еще не все. Время сколько у нас? 36 минут уже. Сейчас еще, видите, у нас санки еще не высыпали. Это что, не говорит о том, что дела очень много у него. А вот эти санки отделить от головы-то тоже надо. Вот у него еще атланта первая, шейный позвонок еще на голове у него. Она по обычаю должна быть, вон там должна быть уже. Вот видите, как на меня не так посмотрел, не та подсказка говорит. А? Не подсказывает, да? Я наоборот ему говорю, чтобы лучше делать, понимаете? Я ничего против не имею, я наоборот ему подсказываю, что правильность, понимаете? Методика должна быть для всех. А то сейчас вот представители, зрители, особенно из Моготовского района, они же таким же образом будут. Вот, смотрите, сейчас вот. Главное не порежьте, зубы очень эти острые. Люди вот когда начинают, вот здесь немножко недорезано и кость хрустнула, видели, да, слышали все. А это говорит опять же то, что недорезано где-то что-то, не подрезано. Она должна быть свободна, как из шарнира выйти оттуда. Вот сейчас он будет разделять, язык должно быть на одной, санки-то, на одной части остаться. Так, у нас еще кишечник остался, я думаю, уже заканчивать. Но время уже, сколько у нас? 38, да? 38 минут. Да. Так. О, Угдан у нас уже на продажу готово у нее все. Главное, как шеф-повар колпак одел, да? Ну, белый, нормально. А где мы увидим ваши интервью? А ничего, это у нас аутсайдеры, те, которые первый раз. Нам главное не победить, а участие. А потом он будет после этого фестиваля и друг друга смотрят и не торопятся. Хотя те представители Моготовского, Бульбургинского района, Агинского демонстрируют свою скорость, что по чистке желудочно-кишечного тракта, по разделке туши. Сейчас это все будет начиняться. Это время будем заканчивать, когда последний, вот у нас туша разделана, сейчас осталось кишечник. Как кишечник вычистится, мы... Где-то комментарий. Нет, давайте. Другая колонка запасная, оказывается, есть.
Слышимость как? Левое крыло. Середина слышит. Правое крыло слышимость как? Слышите меня? Хорошо. Как представители Бандургинского района практически заканчивают. Как у нас что? У нас книжка осталась, а? Что? Книжка, вот говорят, книжка осталась. Ну, вы видите, как у него руки работают, как у электробойника. Быстро. У нас миксер так не работает, как у него руки. Видите? Так. Видите, он доску даже протер. Он дома всегда так, а полы моем, доску моем. Хорошо. Ну ты молодец, это все. Ну, так, время так заканчиваем. Это возможно. Заканчиваем. Время сколько? 42 минуты. 19 секунд. Это тоже будем учитывать. Так, Работинский район, как вы? Последний, да? Отдел кишечника тонкого. Так, нет? Встаньте вдвоем. Так. Так. Давайте. Сейчас будем ждать других. Но мы, наверное, очень долго придется ждать. У нас два представителя по соседству. Я не знаю, как будем. Время очень много займет, кажется. 2 минуты сюда. А? 2 минуты сюда. 42 минуты. Действительно, наверное, человек волнительно подходит, но сегодня вот победитель, вот, который ходит в зеленом турнике, вот он чемпион прошлый год. Сегодня видите, как гордо ходит. Вот видите, как Ванесова. Вы можете приглашать на какие-то мероприятия, он нам разделает за 33 минуты. Пусть пройдется, посмотреть. Да, вы посмотрите, какой он, сухощавый, ниже жилых, еще с ножом ходит. Так, у нас представитель Логинского района. Как у вас там? Логинского района. 44-19. А? 44-19, да это буквально 2 минуты, понимаете? Разница. А разница в чем? Потому что он начал время терять на позвонках, особенно на шейных. Встаньте понимаете? Кто-то в шею идите сюда, встаньте рядом. По времени. Рядом, встаньте. Бандургинский район, видимо, в шейной части очень хорошо разбивается, или как мы говорим, на ты, и вот он за счет шейного как бы вперед ушел. Сейчас вот у нас Агинский район уже на подходе. Он показывает, как должно было быть и как мы разделали тушу. Он показывает на месте. Так. Так, что? А начинка тоже по времени будет. А начинка по времени мы сделали для того, чтобы объективно потом подойти, чтобы человек как бы... Это самый лучший подход, да, будет, который пробует. А разделка это все ерунда. У нас очень... Андрей Сергеевич, сказать, что такое? По бурятскому обычаю ни разу. Они необычные. Нет, это бурятские обычаи, как разделка должна быть там. Ну ладно, чушь. Будем. Сколько времени-то? Господа, Уоррен Маккейс, сколько времени-то? 51 уже. Это буквально на 10 минут. Тоже времени первого. Какие нюансы есть, да? Отделение языка. Вот смотрите, да, спина не выдерживает, это постоянно в наклоне. Это очень тоже тяжелый труд.
что может быть света нет, а это... Света не появится. Для этого есть железо раскаленное, он будет им порохом. Илюр. Илюра, вот здесь вот специально, даже я могу показать вам. Утюжок. Вот видите, вот, как утюг, ну, вот таком, как в виде утюга. Ее до красна нагреете, потом будет эту шкуру обжигать. Это называется илюр. Готовить следующее блюдо, чтобы время не терять, посмотрим. Эти женщины там это откроют там тоже по времени. Так, Одинский район. Юнгжияна птица. Кумнинга урунга мяравло. Сейчас они говорят, что они попрещут. А это музыка. Если желание есть, мы будем оговаривать, не? На суд зрителей. Будем. Суд зрителей. Шесть Анатольевна, мы будем вслух говорить на суд зрителей, что недочеты какие-то. Да. Здесь вот у нас санки, которые должны быть, язык к одному санку остаться. Они разделили два санка и язык. Она так не должно быть. А так нормально. Но здесь еще нюанс то, что вот по ребрам там не там разрез был, не по хрящевой части, как бы. Так, вот видите, как у нас качество все соблюдается, марли с собой. Так, что у нас по позвонку что-то не... Но здесь вроде бы говорят, никаких недоразумений нет. Вот особенно вот по правому, Шесть Анатольевна, вы посмотрите по ребрам, вот здесь немножко. Вот. Ага, вот здесь вот вы посмотрите, почему? Потому что давайте объективно подойдем это, потому что у каждого свои нюансы есть. Вот здесь одно замечание, просто по ребрам. Ну, я понимаю, когда зрители болеют, они не все хорошо бывает. Ну а комиссия есть комиссия, давайте будем объективно подходить к этому. Дальше идем. Ага, все, вот мы записали, так что объективно будем подходить. Так, дальше у нас Могойковский район. Так, посмотрим, что у нас. Так, господа, на суд зрителей немножко развернемся и покажем то, что какие-то нюансы. А то зрители мы-то видим, а зрителей-то не надо показывать им. Один-два раз. Так, здесь еще посмотрим. Какие-то нюансы. Особенно по ребрам я хочу посмотреть. По ребрам. Видите здесь. Так, здесь это. Второе. Так, здесь тоже нормально. Вот как бы по хрящу. Здесь чуть-чуть нюансы есть, но это миллиметр туда-сюда, это ничего не говорят. Вот здесь у нас вот силовой метод был. Называется силовой метод. Санки выломаны таким образом, что часть кости осталась в голове. Так, у нас по кишечнику что-то есть, нюансы? Так, господа, поселок закончил, да? Так, у нас поселок закончил, говорят. Сейчас мы будем смотреть. А сколько времени по поселку? 1 час 7 минут.
Так, у нас все нормально? А? Да. Здесь нюансы есть по кишечнику. У нас, когда кровь заливает этот сучок, вот должен быть тонкий отдел кишечника. Тонкий отдел кишечника где-то метр три минимум, говорят, нужно оставлять, понимаете? А здесь всего 20 сантиметров оставили. Это тоже минус. Ну небольшой, но есть это замечание. Так. Ага, Угдан закончил. Час 08, записываем, жюри. Угдан закончил. Угдан закончил. 1 час 08 минут. Так, у нас городской округ, поселок Агинское. Сейчас будем тщательно просматривать то, что есть. Так. Господа жюри, выйдем на ту сторону и будем показывать людям. То есть зрителям тоже видно будет. Это, понимаете, у нас нюансы такие есть, особенно вот по городскому округу. Поселок Агинск у нас передний часть, видите, у нас отделили лопаточную часть от ребер. Это по обычаю такого не должно быть. Понимаете? Сейчас. Так, сейчас вот видите, по кишечнику вопросы. Вот сейчас вот смотрите, вот передняя часть, вот смотрите, отделена от ребра и лопата сейчас. Она хотя должна быть вместе. Я говорил, это на ютубе показывают у нас методика. Кавказы как делают разделки туши. Вот так, таким методом подходит они. Хотя у нас по Брестскому выше должно быть ребра, обязательно с лопаточной частью вместе должно быть. Сейчас по кишечнику какие-то замечания будут. Сейчас вот нюанс обсуждается. Сейчас скажем. У нас какие нюансы-то здесь? С Игорем Домом. Шурит Анатольевна, у нас какие нюансы здесь? Ну, здесь замечаний очень много говорят, то что... Наринга-то много, метр 20, метр Ну, 30 все равно. здесь в сучуке должно быть, чтобы завернуть кровь, нужно мы тонкий отдел оставлять на сучуке где-то минимум метр, 1,5-2. А здесь мы оставляем просто как бы отросток маленький, чтобы кровь не выбежала. А потом оттуда будем брать от тонкого отдела и как бы заворачивать в шипе. И вот на сегодняшний день представители городского округа говорят, мы это уже знали. Ну ладно, будем учиться. Ох, у них айдагана сюда. Вот здесь. Женщины у нас очень тонко понимают кишечник, и вот говорят, что даже вот живы то заметили, что нет. Так, представители сельского поселения Угдан. Да. Что наш покажет сельское поселение Угдан? Чистота, порядок есть, говорят, но вопрос стоит по ребрам, посмотрим. Но у нас заднее стегно должно быть оставаться 2 ребра. Он ее не оставил. Но это, говорят, метод угданский, мы не оставляем, говорит. Здесь у нас по ребрам чисто, но вот здесь немножко нюанс есть, то, что вот здесь вот эта пищевая часть должна быть выбрата в грудную, грудную. Здесь тут более здесь нюанс есть. А по разделке у нас так, у нас здесь есть. Так, у нас самки нормальные, вышли. Один сломанный, Так, один вроде нормальный. Это там было. Так, шейная часть хорошо разделана, видите, все равно по разделке позвонков он хорошо владеет. Нормально подошел. Так, здесь у нас отделено есть. Так, вторая часть. Вот по кишечнику сейчас определимся. У нас по кишечнику все нормально, никаких замечаний нету. Да. Не торопясь, как говорится по-стариковски, все вычищено для подготовки следующего блюда.
но грудная часть сейчас будет опаливаться, но мы по комиссии просмотрели по первой части. Дальше по второй части будем уже комиссионно подходить тоже по времени. Но вы давайте опаливайтесь. Поаплодируем. Первый этап закончился. Что, заканчиваете? Что вы заканчиваете? Она тоже, в запчастях тоже так бывает. Замеряли длину? Вот посмотрите, это можно рекорд Гиннесса, да, вот, посмотрите. 2 метра точно Да. есть. Представитель, еще второй, Ирда наша, подойдите, вдвоем возьмите. Она одна, у нее получается метр, а с тобой же 2 метра будет. Вот. О, вы только не порвите ее. Вот посмотрите. О, ее вместо каната можно использовать уже. О, так что будем соревноваться по канату перетягивания. А реже как длинный? О, и реже характер. Вот смотрите, тоже полметра. У барана такого кишок нету. Посмотрите. А где взяли? Я не знаю, но говорят, в Украине это все можно. Как у фокусника. Искусство рук. Как у нас здесь еще что говорили? Ну, хашханура хролты. Хашханура. Хашханура у меня тоже метровая ушка. Прямой кишки такой не бывает. Это что-то произведение искусства. Смотрите. Вот так. Правильно. Она мне здесь подсказывает. Ее, она правильно, понимаете? Она все растягивает, пока свежий говорит. Вы нам такого барана предоставили. Вот такого. Это племенной баран, оказывается, был. Елки, чей же надо было? Засланный барашек. Да, надо было на воспроизводство ставить, чтобы от него потомство хорошее. С длинной кишкой было, и прямой кишкой, наверное, было. Сейчас. Одинский район заканчиваем, нет? Еще нет, да? Ну, у нас, видимо, какой-то баран, говорят, племенной появился там. Зрители! Еще волокты! Еще на 2 метра! Так, уважаемые Шанжита Анатольевна, что может быть, пусть помогает уже, все. Так, уважаемые участники, все помощники можете привлекать. Уже время быстро будет. Кто огонь разжигает, кто не все равно привлекти, чтобы привлекти тоже. Время у нас, извините, очень быстро. Сейчас еще горит 2 часа будет. Ну давайте, помогайте, где там. Кто-то вместо воздуха, кто-то вместо кочегара, давайте работать. Приготовьте нашему делать Виша Сархаянова. На тургов, як ты. Ну, Харгова, тавиктитер, шумовый мог аргактитер, и где тавикты? Представитель Моготовского района, где ваш народ-то? Дайте, очень много было, а сейчас никого уже нет у вас, и что? Остальные куда? Убежали. Ну все, давайте быстрее. Время уходит.
Ну. Так. Иди, давай, я ты. Это тоже волнение. Плюс волновался, плюс эта жара тоже сильно дает. Это вот мы рассказываем для тех, кто не знает, хотя большинство знает, что, как, что делать. На суд зрители показывают, как это делается. Наверное, все пробовали. Это очень вкусная и полезная еда, наверное. Блюдо, которое называется шоу-шоу-ха. Вот она сейчас, видите, тонким отделом заворачивается. Крестообразно, восьмеркой, или как там она делает. Вот сейчас вот тот желудок, мы говорим, рубец, вы видите все, что, насколько они способны это все сделать. И это показывается, вот видите, руки обжигает, но все равно чистит. Ее надо обязательно залить кипятком, это буквально там максимум минуту продержать, чтобы она очистилась от этого. Если дольше продержать, она сварится и не очистится. Тоже нужно знать такие нюансы. Очень вкусное блюдо получается. Особенно когда сварите, прожарите. И очень полезно. В основном все витамины здесь в желудке находятся, в рубце. Вот уже колбаса из печени и почек вот сейчас делает. Видите, каким образом мы начинаем. Раньше мясорубки не было, они все руками. Два ножа берет и против друг друга начинаем как бы работать. И она отсюда вот таким образом выходит. Маленькие-маленькие кусочки, которые потом начинаются в толстый отдел кишечника. Сюда добавится, раньше у нас как бы лука не было, вот мангир степной у нас в основном туда ложился. А сейчас, конечно, лук добавляется, здесь почки с жиром будет. И очень вкусно блюдо выходит. Раскаленным железом, которое не надо паяльников, люди как приспособились у нас. Приезжают гости, дают это, называется толы. К нему прилагается там осумиханы, ребра. Вот посмотрите, как здорово у него, да, лучше паяльника работает. Вот он, видимо, металл такой, специально сделанный. Вот сейчас видите, жир от почек, вот видите, смешивают с печенью. Сейчас. Так, могойка скорее. Это у нас что? У нас. Вот видите, сейчас. Вот кто-то шибхие делает из тонкого, кто-то толсто делает. Вот сейчас представьте, вот у нас. И главное заметьте, вот у всех баран или вот забита овца. Даже печень с почками совсем разная бывает. Армух будут делать. Это блюдо одно из этих блюд, которые сейчас будут. Рубец, который почищенный, разрежут на полоски с этой диафрагмой. Потому что одни легкие вы не съедите, а в купе, когда вот есть брюшина, плюс здесь сетка или рубец, и плюс легкие, завернуто тонким отделом кишечника, очень вкусные блюда. Вы друг друга они как бы не поймете, съедите. Если особенно сварится хорошо, и если прожарится потом. Правильно говорю? У нас что за блюдо у нас? Так. Кому подниматься, да? Девушка городского округа поселка пищевод разрезает один слой, чтобы выдернуть. Она как бы двухслойная, защитная, пищевод, который сейчас вот разрезает, будет кипятком отпаривать, сейчас зальют, прокрутит, она его будет абсолютно сам, который слой, который самый
голова у нас что? Тоже. Сами этого хватит, наши как народу. Хватит. Ну, говорят, хватит, ну посмотрим. Видите, ну, он говорит, шашлык на жиру будет, наверное, скорее всего. Я говорю, вот у них городского округа самые жирные бараны. Очень жира много. Но мне говорят здесь, кто анатомию хорошо изучает, ожирение. Но это просто, наверное, патология. Одна почка работает, вторая у шеи не работала. Отсюда она такая. Вторая же почка нормальная, да? Да, вторая почка. Это говорит о том, что с точки зрения ветеринарии это на одной почке. Самый у нас лучший жюри это у нас зрители, которые будут пробовать, говорить. Половина только печени начиняется, сейчас они толстый отдел кишечника начинит. Вы, соседи Моготинского района, помогите, пожалуйста, жиру, чтобы блюдо было очень вкусно. Вот видите, сельское поселение Угданска воду просит, а мы здесь уже жир просим. Дальше пойдут, дай мясо, скажут. Таким, вот видите, сказать. Городской округ, вы слышали? Она сказала вам спасибо. Вот сейчас, видите, дочищивает тонкий отдел кишечника. Вот видите, надо очень тщательно, там очень большая слизь и каловой массы очень много остается. Ее надо очень хорошо чистить. У нас продажа имеется, репчатый. О, как быстро. Вот сейчас видите как, не ложкой, а руками. Вот видите как, у нее лучше, чем ложка получается. Видите как здорово. У нее специальное приспособление, проволокой сделано. Вот, видите. Вот видите, вот, видите как здорово. Вот. А потом будут гости говорить, вот видите, куда это, что сахтрами хотят деревья, он тоже деревья, первый раз я вижу такое, чтобы просто на снег завязать. Вот видите, а вот посмотрите у нее, патентовать можно проволоку, видите? Это какой размер это считается? Тройка? Четверка, вы видите, вот на такие железо очень хорошо знают. Это называется. Это вот представьте, вот такая вот, которая вот суслик вешается вот на таком. Понимаете? Вот такое делает. Это урбанный метод, не проволока. Проволоки раньше у нас не было. А была вот такая трава, которая, ну, можно бурага и колор сделать. Видите, как по-другому. На солнце или на микроволновке где-то? На солнце. На солнце сказали, понимаете? А то у нас сейчас очень много таких хозяйки помощи есть, аппаратура, которая может все высушить. Это называется прямая кишка, если кто не знает. Все понимаем, да? Вот. Лампа, это пищевод, понимаете? Вот, который разрезается один слой, другой вот начинается, вот, допустим, кто начиняет тем, что вот они здесь диафрагму положили, кажется. Ага, диафрагму, а кто-то тонкий отдел кишечника жиром, который идет, вот ее начиняет. Ну, каждый по-своему, понимаете? Но просто потом по вкусу сами определите, как это что. Это когда будет это все сварено, все накрошено, каждый попробует. И потом скажете, что, где, как, что. Отдел. Ну, посмотрим сейчас, вот методика одно, а как вариться начнется, это будет по-другому, наверное. Так, дальше у нас методика есть, Моготинского района новая. Проволоки, кишечник, там еще. Вот видите, здесь уже вот с помощью поселка Агинского, вот посмотрите, как он заворачивает. Буквально в смысле пальца работает, как захват. Зерночистилка есть же вот таким образом он. Когда к бункеру подносишь, они такие захваты, лапы это были. Вот у него как лапы работают руки. Ну, вот посмотрите, вот. У него вообще вот, у вас не ласса между пальцами, нет? Ну, ничего, молодец он. Вот, видите как. А то жена начинает все время команды, что ты неправильно делаешь. Сегодня здесь вот, может быть, на суд зрителей вы так дружно работаете, дома по-другому. Нет? Такого нет? А? Куркугу. Что-то мало кажется, понимаете? Вы вообще делали хархалку? Вы? Время много, солнце на высоте еще говорят. А, у вас тоже много? О, у вас почки все нормальные? Почки. Ну вот говорят, что поселка Агинская и Угданова очень жирные бараны. Действительно, вот по виду даже очень жир. Она у вас потом при варке ничего не развязываться? Я не пробую. Я вот первый раз надо дома попробовать.
У нас по времени сколько идет там уже? Время сколько у нас уже начиняется? Господа секундомеристы. Ладно, пусть свое дело делает. Но потом, когда блюдо все готово будет, мы еще у нас жюри еще оценит, что за блюдо, какое блюдо. И вот считайте, представьте, вот прожарено в сливочном масле. Она какой-то привкус дает. Так, что у нас? Потом увидим. Погнали. Судом бэхают. Он дошел в баха. Зуб кому шелом приехал. Привычный пошли. А ты на вот это сидишь. Не могли бы чуть-чуть стороны? Отойдите, чтобы не мешать. Гуляйте. Все. Овейте. А запах. 저도 그래 시한테 사서. Членки сделай. Ну вот так вот будем вытирать вот так уже. Так делайте, девушка. Так, господа, Дульдургинский район готов? Дульдургинский район готов? А? Ну, постараемся, конечно. Бурят арытне
Мандыклы. Амнетардык баяда ордына амын угы мал харахын таға ама талтыға Крельчі вайны Бозы Соғым Қатын соғым Қашқындық Арвын табын jamsing. Ini konyora arvın tabın jamsing ijeke. Ini koyur mungkin dari yang koyurum ne. Ini apa bukta? Ini pun ijeke. Kalau yang kalau saya Chinggis Khan'e uyuh yirhun. Korkuhu uyunda mutkahatne Chinggis Khan'la adu malat tuhatla. Isi yaptık ve kadar. Яды байханба, хоняга воины Чингисхана. Я немножко переведу, которыми делали форхот. Ложили в это... Алды қадыға ділгежі, әрік тарыға салги долын, алдыпта әлшіда оқтая. Айылғы болға дігілуілді, арадайынға заңшыл сәкің. Күдің шаты болғыжы қорқық кешінімнер. Бүгілі мехімнер. Орғын ұндыр қабыға күнді табиғыда, орғын күнді Унgur xabığı tələcəm, balığa dalın konkursu gücü utxatı dalı vəyə, barun dalın xarçı şağa eti vəyə. Табын қошуым алтыны, талы дайда бұр қожы бәйділі. Bunu xada tanı orada mexar kıldığım xol, soğularına ben xorqaq. Bu kulüne han örevci, hoşkanat, hotun şohun, ne urguda Onun katın zihe, amık daryon abarite, aya sadılı kurtuhun, azım ilcik moğayta, amgalın tebin hodugiyum. Хоун долын ғадыртте, оғын аға ұлбыкте, тавир тарған қонетте, талы дұрың ұқыртте, тымай яма олыте, тоғый олың адоте, тумыр қарғын қойыртте, таң тымане моғайта, тупхінің орғын бәдігіум. Алдын қадағар ұқтынып де, ақтен жало татыжы, алым боғын таныда, айғы дене дөжі, әрік тарыға амсолынып де. Барыкте да. Пеше қаржы хоқты. Замна шағаршы хоқты да, амы көрікті. Балығын бойлылығын балғы көйгөй шағырды кеді. Жетін балғы өткен мұны өткені тұта қаттық, аны қойды көзді. Осы тәпанды дейміз өткені. Қайын тұқ самыша әнерім. Механ табуға қалдар ғубде.
Вкусовые качества жира, который находится на грудинке, они особенные, да? Они не застывают, и любители, гурманы, конечно, ценят мясо от грудинки. По бурятским традициям, да, вот шерсть, которая на грудинке, она должна остаться на мясе. Ее, ну, в старину и по сей день, наверное, обрабатывают, когда накаляют пластину железа и ею выжигают шерсть. Когда баранья была лекарство, у него начинается обильное потоотделение, это считается у нас хорошо. Все болезни выходят наружу. За то время, пока он употребляет, готовила просто на бульоне толын и добавила туда бараньи мозги. На сцене раздают. Ну, а что тоже не мясные? Тогда пишите 15. Буклер пьет, да? Да, 15. Ну, пробьешься. Ага. Так, Вот хорхек нам подали, здесь раздают всем, буквально всем раздают бесплатно хорхек. Я получил тоже свою порцию, и сейчас в кадре я попробую на вкус один кусочек. Очень жирный кусок. И придется жир отделить от мяса немножечко. Это то мясо, которое было приготовлено в бидоне, на 36-литровом бидоне. Ну, попробуем. Да, очень вкусно. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие земляки, участники межмуниципального фестиваля конкурса бурятской национальной кухни «Агинская баранина на камнях» Хорхге Надан. Сегодня в этом прекрасном уголке Ара-Аргали состоялся праздник, где вы смогли познакомиться с необыкновенным бурятским блюдом хорхак, или как иначе его называли, волта. Приглашаем на сцену мастеров своего дела, которые подарили нам радость прикосновения к древней традиционной культуре наших предков. Халон алядашулар октыңавая, ағын әміғі хабадақшыт, удын түнетіғі, дорғышы ғалзудымығы, душын әмінағаты, бар жылты Жалсапов мұнку Жаргалвиче гыр болып тыйылда. Нағынай нүкірін шары домығы, души юғынағаты, бар жылты Жалсапова Дарима Дашицыреновна. Халухунар оқтыңывые дұлдырғын әміғі хабадықшыдые. Шандалин ютығы, бодың бұдамығы, душын ағаты ғақы жылты Бароев Цирин Гурацыренович. Нағынай ханихада ғошын голонаты бар жылты Бароева Сысыгма Дугарнимаевна. Халунар оқтыя. Моғайтын әміғі қыбадықшыт. Ағы қаңгел нетіғі, саған ғұд амығы. Душың зұрған аты, лужылты Дандаков Болот Дугданович.
Сағангут амығы душын зорған аты лужылты Немаева Жарғылма Балдаржиевна. Ағы тасқын қатын тәріғі тулонықшыт. Бұдың бұтомығы ғұшын тавына аты лужылты Бұда Жапов Жаргал Батумункуевич. Батыр жан қарғын омығы ғұшын долон аты бар жылты Жапова Бальжыма Дашидаржиевна. Оқтың авы шытың амығы, оғдаң нетіғі қабадықшыт, шарет амығы, душын ағыты, ғақы жылты, Батумункуев Жанчип Анандаевич, барун қуасы амығы, табин әмін ағыты, мағы жылты, Дашиева Валентина Батыболотовна. Аплодисменты нашим участникам фестиваля! Дорогие друзья, на сцену приглашается заместитель министра экономического развития Забайкальского края Юлия Юрьевна Иванова, извиняюсь. Также на сцену приглашаем членов жюри межмуниципального фестиваля конкурса «Агинская баранина на камнях» Хорховенаден Тумурову Шайжет Анатольевну, директора общества с ограниченной ответственностью ГРЛ, председателя конкурсного жюри. Также приглашаем на сцену Батоеву Дашиму Батумункуевну, индивидуального предпринимателя. Приглашаем Чемитова Далы Пурбуевича, сотрудника государственного бюджетного учреждения «Алтын-Цырга». Приглашаем Жаргалову Жаргалму Тамбудугаровну, начальника отдела агропромышленного комплекса администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Приглашаем Сысыкжуктуровну Нарполову, директора Центра развития бурятской культуры из Забайкальского края. Сидиндаржиева Аюр Дандакович приглашается главный зоотехник управления сельского хозяйства администрации Тульдургинский район. Мы приветствуем Церемпилова Николая Ивановича, консультанта отдела агропромышленного комплекса администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Слово предоставляется Юлии Юрьевне. Пожалуйста. Дорогие друзья, участники второго гастрофестиваля «Агинская баранина на камнях Хорхок», я поздравляю вас всех с тем, что этот праздник состоялся сегодня на этой земле, на Агинской земле. И, конечно, хочу пожелать процветания этому празднику, процветания этнокомплексу «Кочевник» и процветания всему Забайкальскому краю в развитии туризма, сохранении культуры, наследия и всего самого-самого. И, конечно, благодарность участникам за то, что вы провели у нас сегодня такой кулинарный мастер-класс для всех нас. Я думаю, что все участники теперь умеют готовить это блюдо национальное. И также всем организаторам огромное спасибо. Спасибо вам большое. Организационный комитет фестиваля Хорховенаден благодарит за активное содействие в организации проведения нашего мероприятия партнеров и спонсоров. Администрацию муниципального района Агинский район, глава Жапов Жаргал Владимирович. Администрация сельского поселения Южный Аргалей Агинского района. Приглашаем главу сельского поселения Южный Аргалей. Церемонию награждения проводит Маира Владимировна Даштыбрылова. Дальше мы приветствуем Нарполову Сысыкжуктуровну. Награждается Государственное учреждение культуры и Центр развития бурятской культуры Забайкальского края. Также благодарственным письмом награждается Государственное учреждение культуры Национальный театр песни и танца «Амарсен», директор Дарижапова Аюна Шираповна. Организационный комитет фестиваля Хорховенаден благодарит
Туристический информационный центр Забайкальского края. Благодарит общество с ограниченной ответственностью «Тамга» генеральный директор Дугаров Баир Балдаржиевич. Также благодарим индивидуального предпринимателя Балданову Дариму Жалсандаржиевну. Благодарим индивидуального предпринимателя Циринджапова Бато Цириндаржиевича. Наши громкие аплодисменты хозяину сегодняшнего фестиваля. Благодарственным письмом награждается общество с ограниченной ответственностью ГРЛ. Директор Тумурова Шайжида Анатольевна. Слово предоставляется председателю жюри, директору ООО ГРЛ Шойжид Анатольевне Тумуровой. За удушуймунды ундыты әйелшіт. За инымунодыр хайыртте гастрофестиваль унгургды бұгышапта. Я оны дейді зыргын сыгныл тухур. Мунодыр ины журигіша уйғыр ойықы ажыл хэпте, ины зонны уйғыр ойықы таланты, білікте, doğru şatxa, ажылшкы шатха занот индымны ордымны қарат бәйнегі шауыда, тет дүнгіші ие. Дүнгіші ие иді басқы тұхылна бұдда. Итак, дорогие наши гости, наступает самый волнительный и торжественный момент нашего фестиваля. Начинается церемония награждения победителей. В первом этапе разделка туши и внутренностей. За занятое 3-е место награждается Ағын әміғе Хавадықшыт. Жалсапов Мунко Жаркалович, Жалсапова Дарина, Дарима Дашистереновна, Байри Хугия. За занятое 2-е место в первом этапе разделка туши и внутренности награждается Могетин Эмак, Дандаков Болот Дугданович, Немаева Жаргалма Балдаржиевна. Нашим победителям вручаются дипломы победителей и сертификаты денежных премий. Наши поздравления! И победители первого этапа разделка туши и внутренности у нас сегодня Дольдыргын Эмак, Бароев Цирен Гурацыренович, Бароева Цисыгма Дугар Немаевна. Ваши аплодисменты, друзья, победители! победители второго этапа. Обработка и приготовление блюд из внутренности награждается за занятое 3-е место. Ағын Эмак. Жалсапов Мунко, Жалсапова Дарима. За занятое 2-е место в данном этапе награждается Дульдурдың Эмре Хабадыкшат, Шандалине Тыгы, Бароевы Цирен Гурацыренович и Сысыгма Дугарнимаевна. Победители 2-го этапа обработки и приготовления блюд из внутренностей награждается Магойтыский район, Агахангил, Дандаков Болот Немаева Жаргалма.
награждение третьего этапа – это приготовление и презентация баранины на камнях. За занятое третье место награждается Шитингаймак Угдан. Батумункуев Жаншип Дашиева Валентина. второе место в данном этапе в приготовлении и презентации баранины на камнях награждается Агинский район. Гуден Танитовакит. и победители презентации и приготовления баранины на камнях Дульдургинский район, семья Бароевых! Уважаемые наши гости, за занятые общекомандные места начинается церемония награждения. И третье место в нашем конкурсе фестивале Хорхогэ Наден 2022 занимает Агинский район. Жалсапов Мунко, Жалсапова Дариба. Наши аплодисменты. Вручается казан 15-литровый и посуда нашим дорогим участникам. Вручаются медали победителей, казан и посуда. Друзья, у нас есть еще места. Это 5-е место. Также награждается призом Агатасхан. Вручается посуда от оргкомитета нашим дорогим участникам. Спасибо большое за участие. Желаем дальнейших успехов во всех ваших делах и начинаниях. Почетная грамота и посуда на память. За занятое 4-е место награждается Угдан. Батумункую Жаншип Дашия Валентина. Награждается также грамотой и казаном на 15 литров. За занятое 2-е место в общекомандном зачете нашего конкурса фестиваля «Баранины на камнях» награждается Магойтуйский район! Анахакил Нютуре, Дандаков, Болото, Дугдановичи, Жангалма, Бадаржин, Балдаржин, Нанимаева. Вручается казан 20-литровый, посуда, а также приз баран. и абсолютными чемпионами становится семья Бароевых. Наши победители. Наши аплодисменты. Им вручает
вручается переходящий кубок победителя гастрофестиваля конкурса «Агинская баранина на камнях» Хорхоге Наден 2022. Кубок вручает победитель первого межмуниципального гастрофестиваля Цириндарджиев Аюр Дандакович. Дорогие друзья, уважаемые гости, также у нас специальный приз победителям. Для этого мы приглашаем сюда на сцену генерального директора общества с ограниченной ответственностью Тамга Дугарова Баир Балдаржиевича. Поприветствуем, предоставим слово. А также Бату Цириндарджиевича Циринджапова мы приветствуем. Добрый вечер, уважаемые участники и гости гастрофестиваля «Баранина на камнях». Всех поздравляю с этим прекрасным событием, праздником. Победителей поздравляю с кубком, с переходящим кубком, с первым местом. Желаем вам дальнейших побед, чтобы ваши высоко поставленные цели сбылись и чтобы в вашем очаге всегда было тепло и уют. С праздником всех! Спасибо! Я как представитель от фирмы Тамга, директор наш не мог сегодня приехать. Мы вручаем специальный приз. Это станция, электростанция для победителей. Наши аплодисменты! Вот и подошел к концу второй межмуниципальный фестиваль-конкурс «Агинская баранина на камнях» Хорхоге Наден. Мы от всей души поздравляем всех участников, дипломантов, победителей гастрофестиваля Хорхоге Наден. Мы уверены, что наличие разнообразных точек с национальными блюдами и непринужденная атмосфера фестиваля пришлась по вкусу всем гостям фестиваля.